Ассаламу алейкум, всем доброго времени суток. Опять началась суета вокруг достойнейшего среди достойных воинов того времени Кавказской войны, государственного деятеля имама Шамиля. Поднимает этот вопрос некто Тумсо. Видать, у него все аргументы закончились в адрес Рамзана Кадырова, его окружения. Теперь у него, значит, пошла суета вокруг Шамиля развенчать его героизм. Героизм его развенчать ему никак не удастся. Вот. И есть же с ними тем шовинистам чеченским, которые, значит, с утра до вечера мусолят эту тему, возвышая себя над нами. Но в любом разговоре, в любом посыле, да, когда он направлен на общественное мнение, есть подоплека какая-то. Данная ситуация, она же не один год идет, не одно десятилетие идет. Да? Вот это вот имам Шамиль предатель, имам Шамиль сдался, основные вот такие вот пределы. В чем смысл? В том, что, значит, стереть с памяти, значит, унизить имя Шамиля, перечеркнуть вообще участие аварского народа, Дагестана в Кавказской войне, так как мы знаем, что государство, имамат, сколько бы чеченские блогеры, историки не говорили, что, значит, имамат был на территории Ичкерии, это все вранье. Имамат всю дорогу с того момента, как он образовался, в пику своего могущества Шамиля, он располагался географически на территории Ичкерии и Аварии. Это ясно из книги, типа, и все прочее. Вот. Убрать, стереть, оболгать любой ценой, и в общественном сознании России, СНГ, кто вообще заинтересован этой темой, вообще в мире есть, в мировом масштабе есть, то, значит, пальма первенства этой эпопеи, да, мягко даже сказать, если эпопея этой Кавказской войны должна быть только у чеченцев, за ними закреплена должна. Конечно, есть определенный процент здравых чеченцев, которые отдают должное Шамилю, отдают должное, значит, воинскому братству аварского и чеченского народа в тот период, осознают это. Это все обращено не к ним, а вот к этим чеченцам, шовинистам, которые врут, подтасовывают факты и занимаются перетягиванием исторического одеяла на себя. Не получится, ребята. Я вас уверяю, это, знаете, не рой яму другому называется. Сам попадешь. Вот. Не получится это. Лучше было бы, наоборот, излагать историю, как оно было. В то время, когда шла Кавказская война. Как вместе эти два народа бились. Во всех сражениях. Разве есть в горах Аварии хоть один камень, где не пролил кровь чеченский воин? Разве есть в Ичкерии, Чечне в целом, где не пролил хоть один сантиметр, миллиметр своей крови аварский воин? Нету. Этого не можете опровергнуть. Как можно говорить, там, Шамиль пришел, значит, в Чечню, мы из него сделали имама, и мы имеем право на него. Это же глупость, ребята. Шамиль был известен. Он воевал в Аварии, в Дагестане. Он был известен в Чечне, как выдающаяся личность. Поэтому его с распростертыми руками те новчи приняли его. Они знали, кто он есть. Когда после Ахульго Шамиль со своим маленьким отрядом уходил в Чечню, по пути им встретился пастух, чеченец, баран пасом. И он спрашивает, он же на лицо Шамиля не знал, он спрашивает их, но он-то наслышан об этой ситуации, по ним видно, что эти воины
значит, с битвы уходит и спрашивает, значит, Шамиль, где Шамиль? Эти говорят, мюриды, наибы говорят, он погиб. На всякий случай. Этот чеченец заплакал. Простой чеченец, простой, вот, пастух. Он заплакал. Такой, так принял душевно этот человек. Я к чему это говорю? Потому что в то время такой был. Такие братские отношения. Заплакал, они успокоили его, вот, говорит, Шамиль сам подошел к нему, это я, говорит, Шамиль. Он успокоился на радостях, он зарезал там, я не знаю, там 5-6 баранов, накормил их. Вот такие вот отношения были. Вот. Вообще этот Тумсо мне как-то отдаленно, да не отдаленно, так если взять, прилезать ему вот эту вот прическу, вот цию сделать, и вот сюда вот усы приклеить, вот такие вот немецкие вот эти. Он мне напоминает Геббельса. Он человек пятой колонны, он ненавидит все в России, он ненавидит Рамзана, он ненавидит созидание, он ненавидит все хорошее и светлое. Ну, это, я не буду сейчас наговаривать на этого человека, но, тем не менее, ему нужно вбить клин между народами. Ему нужно, чтобы здесь, в России, творился хаос. Это и до меня говорили люди тут. Вот. Ну, у него не получится, потому что мы живем здесь в дружной братской семье российских народов, и никаких проблем у нас не будет, это понятно. Это наши вот эти терки, как бы, дискуссии, они должны быть. Мы должны выявить истину в конце-то концов. Вот. А эта пятая колонна, она спит и мечтает, когда Запад, Америка нападет на Россию, и в первых рядах со шмайсерами, значит, идти сюда, значит, воевать с нами. С ними все ясно. Вот я, знаете, вот, думаю вот так вот. Вот кто для этого Геббельса, Тумсо, можно даже по гремуху такой имя дать, Геббельс, Тумсо, почему бы нет? Кто для него герой? Ну, я думаю, что для него Дудаев герой, Масхадов герой. То есть представители чеченского сопротивления, так скажем, да? Вот они являются для него героями. Я-то его особо не слушаю. Ну, краешком уха слышал, где-то он там говорил, что вот они там туда-сюда. Чеченцы, шовинисты, та часть шовинистов чеченцев, утверждают, что Шамиль, помимо того, что да, вот там он сдался, там туда-сюда, это ненавистно для них, утверждают, что если бы он раньше прекратил бы войну, то геноцида по отношению к чеченскому народу не было и сохранился бы чеченский народ. Я говорю, я задаюсь вопросом. Вот он, для него герои Дудаев, они развязали войну. Я уверен, 200% они могли бы остановить. Они развязали войну, погибло очень много чеченцев, к сожалению. Погибло женщин, детей, страдания, горе. Ну, а что говорит, это понятно все. Но Ахмад Хаджи Кадыров, герой Российской Федерации, остановил войну. Посмотрите, заходом военных. Останавливает войну, начинает созидание, начинает отстраивать Чечню, ну, трагически погиб тоже. Сын его, Рамзан Ахматович Кадыров, герой России, продолжает его дела успешно. Отстроил все красиво, ну, конфетку сделал из республики. Да. Эти два человека, ненавистные этому Тумсо, противоречие налицо, да? Абсолютно противоречие, двуличие. То есть, смысл его разговоров опирается только в одно. Тупая ненависть к Шамилю. Тупая ненависть к Шамилю и тех людей, которые ставят ему лайки, подписываются под него, повышая уровень подписчиков. Вот одно серьезное противоречие у этого человека, да? Вы заметили, да? Вот, значит, люди созидания ему ненавистны. А люди разрушители
да, разрушили, которые республику, принесли столько горя, ему импонирует. Да? Вот, проводя его разговор с временем Шамиля. Так если тебе Дудаев, Масхадов герой, тебе и Шамиль должен быть героем. Если вы ассоциируете его с разрушителем. Знаешь? Но это ладно. Это ладно, понятно с этим вопросом. Сегодня Тумсо и с ними ребята, члены чеченского общества, которые ненавидят все, что связано с аварцами. Я слышал, даже в Чечню приезжает машина с фотографией имама Шамиля на заднем лобовом или где-то там. Приходят, стирают, убирают. Вот до такого иступления дошло это, понимаете. Этот Тумсо сам себя еще тоже ассоциирует с чеченским сопротивлением. Я спрашиваю, прежде чем, еще одну поговорку приведу, в чужом глазу соринку искать, бревно в своем глазу надо увидеть сначала, да? Почему ты такой активный, жесткий воин, да? Ты почему не погибаешь? Не погиб. Я практически на 100% уверен, тот человек, который прошел горнило двух чеченских войн, да, чеченец, например, да, вот чеченец, истинный новчик, никогда в жизни, который видел смерть, который видел, все, никогда не такую чушь не будет нести по отношению к герою Шамиля. Никогда. Это вот удел вот таких вот людей, ангажированных, значит, национал-нетерпимостью, шовинизмом и подогреваемые кем-то там за кулисами. За кулисами, да? Кто-то на ушко шепчет, разыграя эту карту. И, между прочим, неплохо получается, кстати. Ну ладно. От эмоций перейдем к более прагматике. Перейдем к прагматике. Кто же все-таки является предателем? Кто является героем? Кто является, значит, нехорошим человеком? Я могу с уверенностью сказать одно. Клянусь, я вам говорю, Аллах, я вам говорю, если я вот изучил все материалы, если Шамиль реально сдался, да, я признал бы это факт. Куда ты денешься? Что, мало героев, что ли? Один Гази Мухаммад чего стоит? Хамзат, Хаджи Мурад, там, Ахтурдин Мухаммад, да, куча героев, да, простые мюриды, да, которые, я не знаю, тысячами погибли. Да, мы их имен не знаем и никогда в жизни уже не узнаем. Просто вот так подсознательно мы можем им тоже гордиться. Если бы это так было бы, что имам Шамиль, да, вот, реально было бы вот это самое, я даже... Это вопрос даже не стоял в обществе. Например, в дагестанском, аварском обществе это вопрос не стоял. Да, хорошо, проблем нет. Но этого нету. Шамиль герой. Абсолютный герой. Сейчас я начну говорить по факту. Уже пойдет неприятно кому-то. Особенно шовинистам. Вот, значит, боевые действия уже... Чечня полностью захвачена практически. Полностью захвачена. Шамиль уходит на Гуниб. Да? Вот Шамиль уходит на Гуниб. Вот. Его остатки аварской армии, несколько наибов аварских с ним, они уходят на Гуниб. Я задаю вопрос. Я задаюсь вопросом. Чеченцы, вот один человек с ним пошел? Нет. Нет. Где Байсангур? Байсангур уходит биной. Из ваших же разговоров, да, мы понимаем, что он где-то 3 месяца, 20 месяцев, это значение не суть вопроса. Сколько он там воевал, что он там делал. Вот внимательно следите вот сейчас вот за этим вот моим посылом. Шамиль уходит в Гуниб. Чечня остается здесь. Показывает, да, детально, четко. Чечня остается вместе с чеченцами, остается здесь. Байсангур уходит туда.
Да? Ни один материал исторически не показывает и не доказывает, что он там был. А показывает и доказывает наоборот, что его там не было. Это выдумки писателя Абузарова или Агузарова, там, короче, фантазия его. Да? О тройном кольце и прочие вещи. Мне смешно, честно слово. Я смеюсь над вами, шовинистами. Да? Как можно поверить? Ну, вы историю читаете, вы вот можете читать вообще, прежде чем вот такие вещи. Я вот помните сказал, вот не рой другому яму. Вы хоть можете читать историю? Когда Байсангур, да, реально это был воин там. Если бы он воином не был бы, Шамиль своих аварских наибов, мюридов, не посылал бы 3 раза или сколько он в плен попадал. В бою, ну, в плен попадал, вы сами знаете. Его вытаскивают оттуда. Это был реально воин, действительно, да. Но зачем придумывать, выдумывать вот эти песни, унижающие тех людей, которые буквально в недавнем прошлом, я имею в виду в историческом прошлом, да, Кавказском, вместе воевали, проливали кровь, значит, в Ичкерии, и в Аварии, и в целом Дагестане. Зачем? Унижая ближнего, хотите возвыситься? Нет, такого не было еще, никогда и не будет. Байсангура на Гунебе не было. Байсангур попал в плен. Если вы так разговариваете, я тоже вам говорю, он в плен попал. Мне он уже не герой. Почему он должен был в плен попасть? Почему шейх Мансур должен был в плен попасть? А? Вопрос, да? Вы же абсолютизируете вот, чеченское общество. У вас не может чеченец попасть в плен. Да? Не может чеченец попасть в плен. Но попадаешь. Шейх Мансур тоже не герой. Он в плен попал. Меня никто не переубедит. И удивительная тенденциозность такая же есть, что они выстегнутые попали. Они были без сознания. Они страдали в тюрьме, когда Шамиль жировал там. Вам завидно то, что Шамиль там сидел, и его царь достойно принял, как достойного воина. Как царь, который имел самую мощную армию в Европе на тот момент, да, с таким почетом принял имама Шамиля. Вы такие пошлые выдумки там, он был заслан. Ну, как у вас вот это вот, на это вот извращенность ваша, мазохистская, вот жест вам дает вот такие вот подсказки, я даже не понимаю, клянусь. Это надо быть такими подлыми людьми, да, вот такие вещи придумывать. Вы же плюете в прошлое. А? Не было Байсангура на Дуне. Никакие полгода, года он не воевал тоже. А? Ребята, приходится время уделять вот этим вещам, вместо того, чтобы укреплять нашу дружбу, братство, куначество. Приходится вот этими делами заниматься. После работы уставший пришел, вот приходится вот сейчас вот так вот развенчивать ваши вот эти понты. Дешевые понты же есть. Неужели, когда вы читаете, вы не можете найти то, что я нахожу, например? Вот, если мы сейчас переходим к вопросу да, предательства, там, покорности царской власти, основные такие видные личности чеченского общества того времени исторически, это шейх Мансур, Бейбулат Таймиев, Байсангур. Ну, другие наибы, там, то есть они чуть поменьше. Да? Вот. Шейх Мансур, брошенный чеченцами, в его войсках все были, в принципе, все, как все, аварцы, чеченцы, кумыки, брошенный всеми, попал в турецкую крепость Анапа, там был пленен. Пленен. В принципе, плен и сдача это практически синоним. Практически синоним одно и то же. Дальше, после шейха Мансура мы находим такую личность, как Бейбулат Таймиев. Да, храбрый человек был, естественно. Известный человек. Какое-то время там сопротивлялся, потом стал подпоручиком царской России. Чеченский святой человек,
Хаджи, у меня к нему нету никаких претензий. Человек хотел мира. Вы осуждаете Шамиля, что он там то-то, то-то, то слабак. Хаджи ходил среди чеченских подразделений, уговаривал, чтобы не воевали, не шли за Шамилем. Это что же вы знаете? Он ли или кто еще подсказали, что через мать очень сильно любила имам Шамиля. Подошли, что мать подошла и сказала Шамилю подошла, его мать подарками задарили старушку. И мать подошла к Шамилю тогда, когда он издал имамат, еще раз повторяю, авария и Ичкери, издал указ, кто принесет первую весть об мире, сдаче, то значит 100 плетей. Мать пришла, и вместо матери этот воин принял эти удары на себя. Чеченцы же не говорят о сдаче, о примирении. Как это так могло быть? Такое понятие есть мирная Чечня и немирная Чечня, Кавказского не было. Да? То есть мирная Чечня, мирно они сотрудничали, жили под царской администрацией спокойно, никаких там, периодически. Поэтому вот такие глупые абсолютизм, он неуместен. Складывается такое впечатление, что чеченцы не сдаются, а предпочитают харакири. Это глупость. Все мы люди. Теперь я хочу зачитать интересный такой материальчик. Рубили своих единоверцев, как чеченцы с мюридами Шамиля воевали в 1858 году. Быстренько пройдусь я по этому материалу. Интересный материал такой. Летом 1858 года скорое падение имамата стало практически очевидным. Наиболее четко это описал Дидимов. Экспедиции, кавычки, экспедиции Чанте-Аргунское ущелье с 1 июля по 19 августа 1858 года. Дела Шамиля теперь уже не те, что были когда-то. Теперь мы не видим в войсках его той стойкости, того удальства и той решительности в делах, которыми они были прославлены прежде. Незаметно в них того джигитства, о котором прежде так громко писали и рассказывали. Ни разу не случилось нам не видеть, не слышать о подвигах абреков и мюридов, о которых рассказывали чудеса. А между тем резко заметно, что народ его в сравнении с прежним об нем рассказами упадает духом. Дидимов К. Экспедиция в Чанте-Аргунское ущелье, 1800, военный сборник и так далее, и так далее. Чеченские общества, поддерживающие Шамиля, стали изъявлять покорность царю, быстро переходя от ожесточенного сопротивления русским не только к взаимовыгодной с ними торговле, но и к помощи в боевых действиях. Шамиль не мог этого допустить и обратился к репрессиям против не желавших их воевать чеченцев. Карательным отрядом стали наиболее преданные имаму тавлинцы, то бишь аварцы, вот написано. Тавлинцами называли нас, лезгинами называли нас, татарами называли нас, да, по-разному. Вот. Он, Шамиль, начал силой выгонять их, чеченцев, из аулов со всем имуществом и заставлял следовать дальше вглубь гор. Потом, чтобы не желающие этого не могли украдкой уйти обратно в свои аулы, он приказал таковые сжечь, а посевы потоптать. По словам Н. Волконского, Шамиль этим не ограничился, приказав Казим Агаме, сын Шамиля, взять у чеченцев аманатов, заложников, чтобы гарантировать их верность. Поскольку получить заложников добровольно не удалось, посланные Казим Агамой аварцы стали вырываться в аулы Нагорной Чечни и забирать их силой. Реакция чеченцев, находившихся в основном отряде Казим Агамы, была вполне предсказуема. В тот же миг чеченцы, находившиеся в отряде, бросили Казим Агаму и полетели оградить и охранить свои семьи от покушения аварцев. Аварцы же уже возвращались в свой лагерь аманатами. Чеченцы, встретив их на дороге, кинулись на них с неистовством, весьма понятным отцам и мужьям, у которых отбирают их детей и жен. Началась резня. Из ближайших аулов подоспели те, которые у себя дома, обманутые и устрашенные миссиями Казим Агамы, скрипя сердце, должны были вступить на силу. И все соединились против дикарей аварцев, посягнувшие на заветные права и чувства людей. Свалка была жестокая, и, естественно, для аварцев кончилась неблагополучно. Ну что делать? Потому что, несмотря на всю их отвагу аварцев, сила и ожесточение и количество одолели. Чеченцы рубили своих единоверцев, сбрасывали их с обрывов Аргун, разогнали остальных во все стороны и освободили своих заложников. Месть чеченцев не заставила себя ждать. Уже через несколько дней генералу Кемпферту,
Потому что почему-то все генералы, которые воевали Кавказскую войну, немцы. Ты тоже там с немцами общий язык хороший нашел, рассмотрел. И швейцарцы там туда. Командующим русским отрядом в этом районе явились местные жители. Попросили принять их покорность и защитить их в этом случае от Казим Агаме, обещая показать место, где он находится. А? Вот. Однако этим делом не ограничилось. 16 августа вспыхнуло восстание в Витункале, главное население Чамтинского общества, старейшины которых заранее договорились с русским о помощи. Восстание их против Шамиля было тем более важно, что, как говорится, Волоконский, богатое и многолюдное, оно всегда считалось стражем имама на границе Кавказской Черногории. Ну, это условно говоря. Так что, ребята, вот такая вот ситуация. Вот, да? Восстание уже против Шамиля и аварца. Полностью читать не буду ее. Ну, вы поняли, да? Вот. Теперь чеченские наибы, которые сдались, читаем. Наиб Малой Чечни Сайдулла Гехинский сдался генералу Евдокимову. Начал военные действия против Шамиля. В Шатое Шамиль собрал 1850 чеченских наиб, обратился к ним с призывом мобилизоваться. 16 июня 1958 Шамиль вторично собрал чеченских наиб и улему Шали, значит, просил не оставлять его. Старшина Чантинского общества Дуба поднял восстание против Шамиля, обратился к Евдокимову с просьбой поддержать его группу против Шамиля. Шатоевский кадей Шуайб Мулла явился генералу Союза покорности всего Шатоевского общества. Чеченский наиб Батуков Курчалоевский сдался генералу Евдокимову в 1958 году. Сдались генералу Борятинскому Чеченский в 1959 году. Наибы Талхик Шалинский, Эдиль Вединский, Умалат Ауховский. 1 апреля 1959 года Шамиль третий раз собрал бесполезно. А в 1959 году, 12 апреля, изъявление ауховцами покорности России, изъявление чеберловицами покорности России, изъявление ичкерийцами, за исключением Биноя, покорности России. Чеченская депутация почетных лиц, среди которых были знаменитые наибы Талхик, Эски, Эдиль, Дуба, Умалат, явились Грозные, поздравили князя Борятинского по поводу взятия Ведино. Ну, я не знаю, читать дальше. Куча. Смысла нет, наверное, время-то уходит. Я, знаете, что вам скажу, Тумсо и тебе подобные, чеченцам, прекратите эту ерунду. Вы сами себя позорите в первую очередь. После того, как Шамиль со своими аварскими наибами и мюридами и обозом своим, внимательно меня слушайте, ушел на Гуниб, Чечня вместе с чеченцами осталась там, предав его, не пойдя за ним, да? Предав его, Шамиля, не пойдя за ним. С этого момента вы никакого права не имеете на Шамиля. Вы понимаете? Никакого права. Что он там будет делать на Гунибе? Вниз головой стоять, отжиматься, что хочет он будет там делать у себя в Гунибе. Вы никакого права не имеете на него, ребята. Вы совесть имеете хоть чуть-чуть. Намус имеете, если у вас есть хоть чуть-чуть горский дух какой-то. Еще раз повторяю, с того момента, как он ушел на Гуниб, да, в аварию, они остаются там, чеченцы остаются там. Никакой Байсангур, никакой Наиб, ни один мюрид с ним не пошли туда. Все, вы никакого права не имеете его осуждать, что бы он ни сделал. Вбейте в мозги себе. Еще раз повторить. Сдался ли Шамиль? Смешно. Что он руки поднял, как в том фильме «Джентльмены удачи». «Сдаем СУ!» кричал, что ли? А? По военным понятиям, кто является противная сторона, сдавшаяся? Как она определяется, сдачей? Он снимает добровольное оружие с себя, голосом подает: «Я сдаюсь». Все, он сдался. Слово «сдался», пленение. Разве это не синоним одного и того же действия практически, да, я не говорю один в один, да, но практически одно и то же состояние того человека, противной стороны, так сказать. А? Шамиль не сдался, Шамиль не был пленен. Шамиль вышел на переговоры, когда он шел к Борятинскому на переговоры,
война закончилась. На тот момент, когда имамат Кавказская война началась, авар было 2 раза меньше, чем чеченцев. После 25-30-летней войны, только во время Шамиля, аваров погибло почти 70-80%. Ребят, ну, то же самое, чеченцев тоже, конечно. Без вопросов. Погибло. Эти 2 народа понесли огромные потери. Понимаете? Поэтому я хочу сказать, что Шамиль не сдавался и в плен не попал. Он вышел на переговоры. И когда он к Борятинскому подходил, некоторые генералы решили его разоружить. У них этого не получилось, потому что аварские наибы, Албац-Дебир и Юнус Черкесский окружили его, и еще один наиб там был какой-то, я сейчас не помню, и не дали к нему подойти. И в эту секунду Шамиль обнажил шашку наполовину и на аварском языке сказал: «Хаб ярагдица бор чарабугу ножот себе бах из гору, хаб ярагдица бор чарабугу». То есть это оружие я отдел не для того, чтобы перед вами снять, а для того, чтобы с ним в могилу уйти. Борятинский, чисто знающий аварский язык, дал отбой, потому что он понимал, что Шамиль в совершенстве, владеющий холодным оружием, может там человек 5-6 на раз просто в кинжальном сабельном бою отрубить голову. Знаешь? В этом бою вот, картина Горшильта есть в музее, снятая с реальных событий, написана с реальных событий. Там стоит, вот так прижав руку, Юнус Черкесский. Он в этот момент как раз ранен был в руку. Поэтому путем переговоров был достигнут консенсус. Выдвинутые Шамилем условия были приняты. Дальше Борятинский предлагает ему посетить приглашение Александра II. Он принимает это, он едет туда, его принимает Александр с распростертыми объятиями и говорит: наконец я удостоился чести принять тебя, Шамиль. На следующий день дают парад в честь Шамиля русских войск, где русские простые солдаты кричат, кидая в воздух бескозырку: ура, троекратный Шамиль. Почему это так? Потому что Шамиль был благородный воин. Те перебежчики, русские солдаты, которые к нему прибегали, он давал им возможность исповедовать свою религию. Тот, кто хотел жениться, принимал ислам, и толпами русские солдаты к нему прибегали. Это вы знаете. Где тут сдача? При полном вооружении. Какое пленение? А? О чем вы говорите вообще? Вот. Поэтому я, например, тверд в убеждении, да, и уверен в том, что если значит, была бы ситуация сдачи, да, вот он снял оружие, все, разговора нет. Он или смолодушничал там, или что, это уже Аллах его судит будет. Понимаешь? А для Тунсо, понимаешь, исламские доводы тоже для тебя, для этого Тунсо особо значения не имеют, по-моему. Там несколько слов исламских тоже он выучил. Салам алейкум, там, рахматуллахи, туда-сюда. Вот такие вещи выучил. А там парень один с Хушета с ним разговаривал в прямой связи, когда приводит и вот этот Абдулла Кастекский, они приводят, ну, они начитанные в исламе люди, и в один голос они говорят, что все алимы, все исламские богословы один голос говорят, что Шамиль герой в исламском мире, Шамиль герой, все говорят так, для него не герой. Для него не герой, и для огромного количества чеченского общества, нынешнего, тоже он не герой. Байсангур герой. Выдуманная песня, значит, он герой. Не ведитесь на вранье, ребята. Не накручивайте себя. Это плохо очень. Чеченцы того времени бросили Шамиля. Это факт. И вы больше не ссылайтесь на эти вещи. Оставьте эти вещи. Вы не имеете права давать оценку действиям Шамиля. Запомнили меня? Никакого права не имеете. С того момента, как чеченцы, вот я вам перечислил, сдались подряд. Все. И Шамиль ушел на Гуниб. Еще вопросов нету, что он там будет переговоры. Он идет туда воевать.
там на Гуне укрепленный, неприступный. Вопроса нету, что он там будет что-то делать, какие-то мирные договоры заключать, или что будет. Он уходит. Где должен был Наив находиться Байсангул? Рядом с ним должен был находиться. Его не было. Поэтому это все вранье чистейшей воды. Я надеюсь, я вас убедил всех. Вот. И если я вас не убедил, ребята, тогда вы, я не знаю, и заканчивайте эти разговоры про имама Шамиля. Говорите только хорошее или вообще молчите. Ассаламу алейкум.